Уважаемые коллеги, здравствуйте. Очень надеемся, что нас слышно. Ответьте, пожалуйста, как слышите нас. Думаем, что все в порядке. Ага, так, отлично. Очень рады снова встретиться с вами, с нашими дорогими практиками, дошкольными работниками. Коллеги, очень радостно приветствовать вас. Сегодня у нас отмечается в КРИРО очень большой праздник. Сегодня открытие юбилейных католиковских чтений. И вот в рамках данных мероприятий у нас проводится сегодня еще и наш вот такой вот видеосеминар. Очень хочется познакомить вас с нашим педагогом Заболотовской Анастасией Александровной, которая сегодня вам расскажет о своем опыте профессиональном на такую актуальную тему, как ранняя профориентация дошкольников. Это педагог с высшей квалификационной категорией со стажем 13 лет. Анастасия Александровна работает воспитателем в Центре развития ребенка номер 108 города Сыктывкара. И познакомит она вас с образовательным проектом. Вот вы можете наблюдать его на экранах. Образовательный проект «Профессии наших родителей». Как она работает с детками по этому направлению. Вот, поддержите, пожалуйста, человека морально. Первый раз у нас на вебинаре Анастасия Александровна участвует. Вот, пожалуйста, Анастасия Александровна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно сегодня с вами быть на связи онлайн. И хочу с вами поделиться своим опытом работы с образовательным проектом «Профессии наших родителей». Данный проект мы реализовывали в подготовительной группе. В настоящее время, как выяснилось, очень актуализируется проблема профессионального самоопределения. Конечно, дошкольники еще не могут сделать определенный выбор самостоятельный, осознанный, но все же профессиональное самоопределение следует уже начинать в дошкольном возрасте, когда мы знакомим наших деток с огромным миром профессий. Ведь именно в дошкольном возрасте у них закладываются основы таких личностных качеств, как любознательность, активность, самостоятельность, проявляется способность к социальной мотивации поведения и осознанию ребенком ценности труда, которые являются базой в любой профессии и залогом успеха в будущем. В то же время ввоз дошкольного образования предполагает формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, представлений о социокультурных ценностях народа. Так, сейчас, секундочку, я немножечко переключу слайд. Итак, детская профориентация не предполагает непосредственного выбора профессии. Она предполагает знакомство с профессией, с характером профессии, как, что делают на работе, какие инструменты они при этом используют. Из чего же мы можем начать знакомство с профессией? Конечно же, с профессией наших родителей. Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого ребенка. Также, как выяснилось на практике, отмечается недостаточная роль семьи в формировании представлений детей о профессии и деятельности своих родителей. Когда мы с этим столкнулись, у нас был вопрос к диагностике. Кем работают ваши родители? И очень многие детки прямо отвечают, они ходят на работу, зарабатывать деньги. А что же они делают конкретно, какие действия они выполняют на работе, детки не могут сказать, они затрудняются. Конечно, в этом деле повезло очень сотрудникам банка. Детки банковских сотрудников, они сразу говорят, мама ходит на работу считать деньги. И на этом весь диалог может быть прекращен. А вот большой мир профессий дальше уже все. Детки затрудняются сказать, как, что и где. И поэтому, собрав родительское собрание в начале года, мы решили предложить родителям такую тему для нашей совместной деятельности. Итак, таким образом, чтобы расширить кругозор дошкольников о мире профессий и систематизировать профориентационную работу уже на этапе дошкольного возраста, нами был разработан педагогический проект «Профессии наших родителей».
Цель нашего проекта – расширение и обобщение представлений детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях, создание условий для максимального обогащения знаний и представлений детей о профессиях своих родителей, развитие любознательности и интереса к профессиям родителей, воспитание и уважение к труду взрослых. Задача – формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Создавать условия для закрепления представления о трудовых действиях, о результатах труда, оборудовании, через различные их формы и виды деятельности. Развивать коммуникативные способности, обогащать словарный запас детей. Расширять кругозор и познавательный интерес детей. Ну и, наверное, самое важное – способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду к людям разных профессий. На наш взгляд, это сейчас немножко страдает. Что же мы планировали увидеть по результатам нашего проекта? Наличие детей определенных знаний и представления о профессиях своих родителей и других людей, назначении, особенностях, значимости труда, гордости и уважения к труду. Обеспечение активности ребенка в процессе его социализации. Понимание детьми значения слова «профессия», проявление проявление признавательности и уважения к труду взрослых, родителей, обогащение и активизации словаря воспитанников. Также умение имитировать деятельность людей различных профессий в ходе сюжетно-ролевых игр. Для родителей мы планировали, что будет результат успешное взаимодействие со своими детьми, повышение педагогической компетентности в части поиска, отбора и представления информации в соответствии с возрастом детей. Ну и, конечно же, для нас, педагогов, это создание, обогащение предметно-пространственной среды, взаимодействие с нашими родителями, расширение знаний детей, ну и повышение педагогической компетенции родителей. Мы должны были их научить, как правильно подготовить своего ребенка, но об этом немножечко позже. Итак, на первом этапе, как я уже сказала ранее, мы провели родительское собрание. На родительском собрании мы с родителями определили, что выберем такую тему нашего проекта, годового проекта с родителями «Ранняя профориентация дошкольников» или «Кем станет мой ребенок в будущем», на котором родители представляли, рассуждали, давали предложения нам. И, наверное, самое яркое предложение от наших родителей – это было посещение их мест работ. То есть мы с родителями разработали план на год, когда, к кому мы сможем выйти прямо на рабочее место. И те родители, у кого была возможность прийти к нам в садик, они, конечно же, с удовольствием сказали, что они придут к нам, расскажут, покажут, поиграют с детьми. Также мы запланировали с родителями собрать альбом профессий наших родителей. Родителям был предложен шаблон, по которому они готовили страничку в альбом. На страничке они рассказывали буквально вот 2-3 абзаца о том, кем они работают, что они делают на работе. Но это не просто должен был представить родитель, это представлял ребенок. Поэтому у наших родителей и возникла сложность. Как подобрать информацию, какую подобрать информацию, чтобы дети могли воспринять ее и рассказать доступно своим ребятам в группе. Также мы определились с пополнением среды группового пространства. Мамочки у нас согласились помочь сшить нам новые атрибуты к играм. Также мы определились с последовательностью знакомства с профессиями. Мы сделали, наверное, для нас, как для педагогов, самый важный факт. Мы распределили, разграничили все профессии. То есть мы выбрали профессии, которые в нашей группе есть у родителей, да, кем родители у нас работают. И мы выстроили график. И в течение этого графика мы плотно готовились с одной профессией. Если, допустим, у нас мамочки были парикмахерами, да, работали в салонах мастерами, то мы конкретно целую неделю, там 2, мы знакомились с этой профессией, мы проигрывали, мы подбирали атрибуты, мы смотрели презентации, подбирали литературу, художественное слово, раскраски у нас были. Также мы играли в викторины с детьми только по одной профессии. А затем уже в конце, как итоговое мероприятие, мы выбрали викторину профессия наших родителей, где уже обобщили все профессии, с которыми мы
познакомились. Итак, первый этап мы начали с группового сбора. Вот у нас фотографии представлены, поиск решения проблемы с родителями, да, на родительском собрании. Но и с детками мы тоже начали работу с группового сбора, на котором у нас появилась проблема. Мы выделили проблему, что мы мало знаем о профессиях, кто кем работает, что для этого необходимо. И в рамках группового сбора мы с детками собирали листы, на которых, получается, собирали листы. Вот сейчас продемонстрирую вам. Вот так вот, наверное, видно, да? То есть, где у нас с кем работает, да? И какие атрибуты нам необходимы для работы. Деткам было сложно, поэтому мы по группе разложили маленькие подсказки визуальные, да, где детки могли глазками определиться, и чтобы им подсказало, что вот сантиметровая лента, да, есть ножницы, машинка швейная. То есть вот детки выбирали, извините, пожалуйста, выбирали, знакомились, собирали. Дальше мы с детьми проводили очень интересное, на наш взгляд, мероприятие. Извините, пожалуйста, на втором этапе мы проводили с детками клубный час. Клубный час мы проводили, который называется «Профессии нашего детского сада». Профессии нашего детского сада мы уже проводили на втором этапе. Задачи второго этапа, условия вы видите на слайде. Я их не буду озвучивать, я лучше вам проговорю, что же мы делали с детьми на втором этапе. На втором этапе у нас было много разных интересных занятий. Непосредственно образовательная деятельность, беседы, мини-доклады, которые они готовили с родителями. Но так как я уже вам сказала, что у нас была сложность с представлением, и как подготовительный этап с детками родители подготовили вот такой вот альбомчик, странички, семейный альбом, по которому представляли вот фотография ребеночка, да, маленький текст, и дальше представляли своих родителей, как они работают, свою семью представляли. Детки, то есть, готовились к тому, как они будут выступать со своими мини-докладами. Были у нас сложности тем, что детки немножко стеснялись, но после того, как они представили свои странички, они уже довольно смело, уверенно могли представлять своих родителей, странички своих родителей. Также мы рассматривали иллюстрации, моделировали игровые ситуации, играли в сюжетно-ролевые игры, готовили рассказы. И сейчас вам покажу фотографии. Вот форму работы, которую мы использовали, да, как я уже начала рассказывать. Рассказы о профессиях, мини-доклады о профессиях, групповой сбор, клубный час, сюжетно-ролевые игры. То есть мы старались насытить весь процесс знакомства с разных сторон, разными видами, чтобы дети могли не просто познакомиться, а прожить эту профессию. Вот у нас был клубный час, такие разные профессии. Если вы уже знакомы с данной технологией, детки выходят спокойно в течение часа, гуляют по детскому саду. У них нет ограничений, они могут посетить любое помещение в детском саду. Ну и, конечно же, так как мы готовились к этому мероприятию, все помещения у нас работали. И детки у нас заходили вот в медкабинет, в прачечную, где им наглядно показывали, как и что делается. Очень популярным местом стал кабинет директора нашего. После этого на каждом клубном часу это у нас самое актуальное место было, куда мы хотели попасть, потому что у детей сложилось впечатление, что директор только ставит печать, он важный человек и распределяет бумаги в течение рабочего дня. Дальше детки посещали педкабинет, работали с нашим старшим педагогом, где они также знакомились, что с бумагами, с компьютером знакомятся, да, изучают информацию. Очень им понравилось. То есть получилось, что в этот клубный час мы охватили очень большую сферу наших профессий, которые непосредственно каждый день вокруг детей. И затем уже на следующем клубном часу мы детям предлагали погрузиться в профессии, организовывали мини-занятия. Вот здесь на фотографиях представлена образовательная деятельность по профессии повар. То есть мы с детками готовили прямо салат, мы подготовились к этому процессу, мы одевали соответствующую форму, фартук, косыночки, да, вот колпачки у деток.
Мы подготовили необходимые атрибуты, тарелки, доски, да, ножи сервировочные, которыми мы резали салат. То есть каждую профессию мы проживали ярко, чтобы оставались у детей яркие впечатления. Ну и, конечно же, мы организовывали выставки рисунков. Ну и, наверное, вот сюжетно-ролевые игры. Еще хочу обратить внимание вот на фотографиях, да, у нас появилось очень много маркеров для организации пространства. Понятно, что группы у нас у всех, ну, не очень большие, хотелось бы всегда нам больше, но организовывать несколько игр сюжетно-ролевых нам всегда хочется сразу. И поэтому у нас в группах появились контейнеры, и в контейнерах мы собрали маркеры игрового пространства. Здесь вот представлен маркер для игры водитель-транспорт, да, вокруг стульчиков выставляется ширма. И также представлена ширма для парикмахерского, для салона красоты. Такие же у нас ширмы появились для докторских. А также у нас появилась ширма для магазина. То есть это небольшая ширма, это мобильные вещи, которые дети могут в свободном доступе достать и сами же организовать себе пространство, пригласить к себе партнеров по игре и свободно играть, независимо от пространства, чтобы нам не ждать, да, когда местечко освободится, чтобы мы могли спокойненько играть. Ну и самое яркое для детей – это выходы на работу к родителям. С родителями мы когда вот обговаривали, мы с родителями проработали план последовательный, да, кто когда за кем выходит, кто когда приходит, когда мы приходим к родителям на работу. И самое важное, что мы, наверное, на наш взгляд сделали, экскурсию на работе проводили сами родители. То есть в глазах ребенка родитель становился просто звездой. Родитель – это была самая яркая звезда на тот день, когда дети приходили, они прям с утра приходили. Мы сегодня идем к маме на работу, сегодня моя мама все будет рассказывать, показывать. И для детей, конечно, это было, ну, на грани запредельного возможности, да. Вот здесь на фотографиях мы ходили в пожарную часть с детьми. Знаете, всегда боялась посещения этого места, потому что там все-таки очень много мест, где есть опасности, да, в пожарной части. Но когда мы туда пришли, и когда увидели детей, родителей, папочка нас повел по пожарной части, к нам, по-моему, спустилась вся пожарная часть. Мы с детьми никогда в жизни, даже я как взрослый человек, да, уже имеющий опыт, мы никогда в жизни не видели такого количества шлемов, масок, которые можно было примерить, померить, потрогать. Мы, наверное, пожарную машину чуть ли не по болтам разобрали, потому что нам показали все необходимые инструменты, которые у них есть. Все это светилось, все это работало. У детей после этого мы месяца 3 еще тушили на группе пожары, мы выезжали на вызовы, на помощь мы приезжали. Мы просто вот этим моментом мы загорелись. Также мы выходили на экскурсию в школу, к маме учительница у нас одна была. Мы посидели за партами, вот мы восприняли себя школьниками. Мы выходили, также вот у нас, мы посетили закулисье театра. Мы посетили эту тайну, где есть костюмерные, где есть гримерные. Мы выходили на сцену из закулисья. То есть детки чувствовали себя актерами. Мы посетили библиотеку. Мы узнали, что в библиотеке есть большое количество книг, есть разные залы. Можно даже, не во всех, конечно, библиотеках, но во многие можно прийти. Сейчас организовано пространство, где можно не просто за столом сидеть, а посидеть, поиграть. Эту книгу не просто вот как атрибут подержать в руке, да, а независимо взаимодействовать с этой книгой. Также к нам приходили профессии, как я уже говорила, мамочка-парикмахер, да, работник салона. Она приходила, делала деткам прически, даже красила их. К нам приходил инспектор ДПС, к нам приходил наш медик тоже, она как раз, ребенок посещал нашу группу, она приходила, им показывала, все рассказывала. К нам вот в рамках посещения инспектором ДПС к нам приезжала машина ДПС, когда дети увидели, что к нам заехала патрульная машина.
Ну, огонь в горах, в глазах, извините, детей вам просто я не могу передать. Когда вот если у вас будет такая возможность, связывайте, организовывайте, да, такие экскурсии, выходы. Это, конечно, вот глаза, горение в глазах детей, это непередаваемо. Ну и на третьем этапе, как я вам уже говорила, мы с детьми запланировали подведение итогов, мы провели викторину «Мир профессий». Ну и также, как заключительный этап, на заключительном этапе мы с детьми сделали литературную постановку «А что у вас?». Мы подобрали стихотворение, мы перефразировали стихотворение под наши профессии, и каждый ребеночек именно рассказывал о своем родителе, о своей профессии своих родителей, да. И уже у нас накопился богатый опыт. У нас все это собралось вот такие вот замечательные альбомы. Детки могли вот не то что взаимодействовать, да, детки, вот как я уже рассказывала, да, например, альбом профессии наших родителей. Вот тут, сейчас, секундочку, чтобы не отсвечивало. Мы предлагали родителям шаблон странички, да, и родители уже собирали непосредственно свою страничку. Ну и потом мы, конечно же, все это собрали. Мы могли это спокойно брать, читать, рассказывать, показывать. С какой гордостью мы говорили, это моя мама преподаватель, моя мама бухгалтер. Вот даже по нескольку страничек приготовили родители, да, вот, то есть если кто-то одну страничку сделал, другие сделали прям по 2, по 3, по 4 странички, да. То есть родители, с каким интересом они включились в этот процесс, что они могут рассказать, поделиться, да. Ну и мы, конечно же, собрали для транслируемости нашего проекта непосредственно все в один альбомчик, где у нас подобраны все этапы, где у нас расписаны все наши действия, чтобы мы могли вот смело, так сказать, выходить, представлять наш опыт, делиться нашим опытом. И непосредственно также можно уже было спокойно отправлять наш опыт в трансляцию. Ну вот, собственно говоря, уважаемые коллеги, я поделилась своим опытом. Надеюсь, он вам очень понравился. Готова ответить на ваши вопросы, если у вас таковые есть. Еще, извините, пожалуйста, фотографии да покажу, да, если можно. Вот у нас литературная постановка. Как же у нас начинается, да, у меня в кармане гвоздь, у вас. Извините, еще, да, выводы не договорила, но мне кажется, самый главный вывод – это то, что была заинтересованность родителей, была заинтересованность детей, и мы очень сплотились за этот год, за этот период, и непосредственно мы стали очень дружной группой. Вот так вот. Угу. Так, сейчас мы перейдем. Так, на остальную. Теперь мы снова вдвоем вас видим, да. Коллеги, пожалуйста, может быть, есть у кого-то какие-то вопросы. Опыт действительно замечательный. Я так думаю, что мы Анастасию Александровну поблагодарим, коллеги, да, потому что сами все прекрасно вы знаете, как практики, насколько тяжело привлечь родителей сейчас, да, в любую деятельность. А уж если пригласить к себе на работу, провести какой-то экскурс, мне кажется, это опыт, конечно, замечательный. Вот. И самое главное, коллеги, да, какую мы должны основную ниточку, вот такую красную, да, провести в нашем сегодняшнем, вот, да, вот таком видео-вебинаре, семинаре, да, что формирование у детей и даже у их родителей ценностного отношения к любой профессии, да, к труду человека, к тому, что создано руками человека, к тому, что делает вообще человек. Это, конечно, сейчас, да, я так думаю, что действительно, это сейчас самое главное, потому что для некоторых родителей просто шоковая ситуация какая-то у них возникает, если они представят, что их сын пойдет там продавцом или, не дай бог, дворником, обычным плотником. Конечно, об этом нужно говорить, да, что в каждой работе есть глубокий смысл, что каждая работа, она важна, она ценна, вот, и обязательно это доносить с молодых ногтей, что называется, да, нашему ребенку. Я так думаю, вы, конечно, как практики, как родители сами, да, согласитесь с этим. Анастасия Александровна, что-то есть вам еще добавить? Да нет, наверное, все. Будем ждать вопросов, если таковые есть. Может, у вас какие-то предложения? Ну вот я вот сейчас вот смотрю, по-моему, у нас вопросов у коллег нету, да, может быть, кто-то еще потом
Надеюсь, созреют все как-то, было да, в понятно, отзывах, может быть, доступно. напишут. Вот пишут замечательный опыт. Вот. Тогда, коллеги, мы с вами прощаемся. Пожалуйста, можете на сайте нашего института написать потом отзыв. Кому не удалось посмотреть, да, вы знаете, что у нас всегда есть видеозапись. Можно всегда наш материал скачать, пожалуйста, без проблем пересмотреть. А вот еще вот задают все-таки, Анастасия Александровна, о дальнейших вам успехах. Я думала, Спасибо вопрос, большое. да, от Ольги Михайловны Тюфяковой. Вот. Спасибо. Благодарят, да, в основном. Так что мы вас тоже благодарим. Спасибо Коллеги, большое. всего хорошего. Пожалуйста, на все наши мероприятия приезжайте или подключайтесь к нам на онлайн-семинары, офлайн-семинары. Пожалуйста, мы вас всегда с нетерпением ждем. Мы работаем для вас и вместе с вами. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.